На центральной площади Бакырчи народ начал собираться с самого утра. Весть о том, что в небольшое село на окраине Тетюшского района приедет бригада врачей из Казани, быстро разнеслась по округе. Так что к началу приема пациентов около огромного автопоезда выстроилась целая очередь. В числе первых, кто решил пройти медосмотр, Зубида Забарова. Пенсионерка признается, что давно собиралась проверить свое здоровье. Да дела по хозяйству все не пускали. Шақ қатып біздің ауылға шуның қайда зор машина келді. Кешеннен келді, біздің балалар көріп қайттылар. Әбиянда зор машина келген деп. Шуның қайда барып көріп қайтемел деп келдім де. Міне кірге тор келді. Врачқа кірдім, врачқа көріндім. Рахмет барсы да яқшы чиста. Біздің үшін бек әйбет. Біз ауылдан жыраққа бара тұрған ек, тәтішке әйлі буаға. Мұнда бек яқшы болды. Бек яқшы, бек рахмет біздің президентімізға, министрімізға бек қаты рахмет Марат Наиловичқа. Мобильная поликлиника – новый проект, который стартовал в Татарстане. При поддержке руководства республики были приобретены 4 автопоезда здоровья. Один из них на этой неделе прибыл в Тетюшский район. Автопоезд здоровья – это поликлиника на колесах. Приемы в ней ведут врачи узких специальностей – офтальмолог, акушер-гинеколог, невролог, хирург и кардиолог. Можно сдать кровь на анализ и даже пройти УЗИ. Причем мобильные поликлиники оснащены современным медицинским оборудованием. Основная цель – это стопроцентный охват сельского населения профилактическими осмотрами, улучшение доступности и качества профосмотров. Главная задача проекта «Мобильная поликлиника» – ранняя диагностика заболеваний среди сельского населения и, как результат, сокращение смертности от онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы. Поликлиники на колесах доедут до самых отдаленных сел и деревень республики с населением менее 100 человек. И таких маленьких деревень в Татарстане более 1300. Прием в них будут вести специалисты ведущих медицинских центров Казани, Нижнекамска и Набережных Челнов. При выявлении серьезного заболевания пациенты будут сразу направляться на лечение в больнице. Смогут выявить либо заболевание на ранней стадии, провести диагностику, назначить какую-то плановую диагностику, назначить лечение, либо подкорректировать уже имеющуюся патологию. Это очень удобно все-таки для того, чтобы пациент смог обратиться в центральные республиканские больницы, либо диспансеры уже на уровне города Казани. Это время, чтобы получить талон, чтобы доехать. Вот такая вот мобильная бригада все-таки повышает доступность и качество медицинской помощи много раз. В селе Бакырчи, конечно, есть свой фельдшерско-акушерский пункт. Но для того, чтобы попасть на прием к врачам узких специальностей, местным жителям приходилось ехать в районный центр. От Бакырчи до Тетюш почти 50 километров. Раньше я ездила в Тетюшскую поликлинику, а сейчас я могу здесь обследоваться. Это хорошо же. Потому что в Бакырчах живут много пожилых людей. Они же не могут ехать, например, в Тетюш, в Казань. И хорошо, что приезжают такие люди на таких больших машинах. Ладно, еще мы едем. Есть ведь старые еще люди. У кого нет машины, у кого нет. Автобус у нас неделю раз в год только ходит. Тетюша. Мобильная поликлиника будет работать до тех пор, пока диспансеризацию не пройдет все взрослое население Бакырчи и окрестных сел. А это более 500 человек. В ближайшее время местных жителей ждет еще одно приятное событие – открытие нового модульного ФАПа. Новый тренд в Татарстане – информатизация фельдшерско-акушерских пунктов. В режиме видеоконференц-связи сельские фельдшеры смогут консультироваться с коллегами из центральных районных больниц. Передача информации и данных лабораторных, ЭКГ будет сразу передаваться в центральную районную больницу, чтобы наш житель не ездил за несколько километров, вот как если мы в Бакырчи, за 50 километров в центральный населенный пункт Тетюши. Думаем, лучше будет все-таки. Она когда в хорошее место зайдет, болезнь проходит. В рамках еще одного национального проекта «Демография» Татарстан в ближайшее время закупит 42 автомобиля «Ларгус», чтобы на них из отдаленных сел в районные больницы на прием к врачам узких специальностей доставлять инвалидов-колясочников и пенсионеров старше 65 лет. Пробную поездку на этой неделе обкатали в Балтасинском районе. Елена Горбунчикова, Андрей Ключников, 7 дней.